Добрый день! Сегодня я расскажу о Виктории Токаревой и об ее рассказе «День без вранья». Виктория Токарева популярная писательница. Родилась она в 1937 году, незадолго до Второй мировой войны в городе Ленинград. Является очень успешной сценаристкой и считается мастером иронической прозы. Виктория Токарева вполне заслуживает того, чтобы ее упомянуть в ряду 5 самых известных писательниц современной России. То есть Виктория Токарева, Дина Рубина, Людмила Петрушевская, Татьяна Толстая и, конечно, Людмила Улицкая. Вот они, 5 женщин, лицо современной женской прозы Российской Федерации. Книги Виктории Токаревой достаточно многочисленны, известно свыше 100 названий. Здесь указаны некоторые самые известные. Жирным курсивом выделен роман, повести «Террор любовью» 2006 года, на основании которого был снят фильм. «Дерево на крыше» – роман, в котором она отразила свои отношения с известным советским режиссером Георгием Данелия. И самый последний роман Виктории Токаревой «Дома стоят дольше, чем люди», который был написан и опубликован в 2017 году. Что касается места Виктории Токаревой в российской литературе, можно выделить влияние. Она открыто признавалась в том, что на нее оказал влияние Антон Павлович Чехов. Она в одном из своих интервью прямо сказала, что мы с Чеховым находимся на одной и той же волне. Влияние на ее творческую судьбу оказал известный писатель-диссидент, советский писатель Владимир Войнович, который очень своевременно сказал ей, что твой талант в подробностях. И, собственно говоря, это помогло раскрытию ее таланта. В 1967 году Виктория Токарева закончила сценарный факультет в ГИКа. Это очень известная школа в России, вернее, скажем так, да, высшее учебное заведение, где готовят режиссеров, актеров, сценаристов. То есть она теперь научилась писать замечательные истории, сценарии для фильмов. И вскоре после окончания факультета и получения диплома сценариста оказалась в очень успешном творческом дуэте с режиссером Георгием Данелия и написала сценарий к фильму «Джентльмены удачи» с Евгением Леоновым в главной роли. Фильм вышел в 1971 году и оказался невероятно успешным, популярным. Второй фильм успешный в 1977 году – это кинокомедия «Мимино», опять-таки с режиссером Георгием Данелия. Третий фильм в следующем году, в 1978-м, «Шла собака по роялю», музыкальная комедия, опять-таки успешная. Все 3 фильма очень популярны в России. А всего Виктория Токарева написала сценарии более 20 фильмов. На этой фотографии можно увидеть самый успешный творческий союз в ее жизни. Виктория Токарева, сценаристка, писательница, и режиссер Георгий Данелия.
Ну, самый последний ее фильм «Террор любовью» на основе одноименной повести, которая была написана в 2006 году. В 2009 был снят популярный сериал, в котором снялись популярные актеры, и его современные российские зрители любят смотреть и пересматривать. Сейчас Виктория Токарева уже находится в так называемом третьем возрасте, наслаждается независимостью и свободой. Живет она за городом, в собственном доме, такая у нее большая дача, с камином, как она всегда мечтала. Живет она в творческом уединении. У нее счастливая семья, внуки к ней приезжают, но она любит жить все-таки одна. Печатает по старинке на пишущей машинке, раритетной, которую специально для нее нашли. И иногда дает такие очень искренние интервью, откровенные интервью, в которых, не скрываясь, говорит все, что хочет сказать. И вообще интервью с ней весьма-весьма информативные и интересные. Поэтому я тут приготовила подборочку 5 как минимум интервью. Особенно рекомендую посмотреть интервью, которое она дала в программе «Школа злословия». Почему? Потому что спрашивает писательницу Викторию Токареву другая писательница Татьяна Толстая вместе с известной сценаристкой Авдотьей или Дуней Смирновой. Это весьма-весьма информативное и интересное зрелище. Наблюдать за этими 3 мастерами, мастерицами слова. И рекомендую к просмотру. Что еще сказать о жизни и творчестве? В целом, как для многих женских писателей, писательниц, также для творчества Виктории Токаревой характерна выраженная автобиографичность, что значит, что факты из жизни, события из жизни оказывают влияние на творчество. Да? Ну, что касается нашего рассказа, Виктория Токарева еще до того, как поступила на сценарный факультет, окончила музыкальное училище, то есть среднюю школу, имела музыкальное образование, работала в школе, была учителем пения. У нее в школе действительно был ученик, который в начале каждого урока залезал на шкаф и мешал занятиям. То есть этот факт, который потом вошел в рассказ, реален. Виктории Токаревой тоже знакомы мечты, которые не реализовались, которые не сбылись. Когда-то она мечтала стать врачом, у нее не получилось. Когда-то она мечтала стать актрисой и даже снималась, но, как оказалось, все кадры, где она снималась при монтаже, вырезали. Она была очень разочарована. То есть, что такое несбывшиеся мечты, писательница знала прекрасно из своей жизни. Все эти факты оказали влияние на рассказ «День без вранья», о котором будем сегодня говорить. Ну и, соответственно, другие факты из ее жизни. Любовь к женатому мужчине, который потом стал основой для очень популярного в Советском Союзе фильма «Осенний марафон» 1979 года. Сложные отношения с матерью, опять-таки, послужили основой для повести «Террор любовью», который, опять-таки, потом был, на основе которого был снят сериал. То есть автобиографичность как такая яркая особенность творчества. Что можно сказать об особенностях художественного метода или о поэтике писательницы Виктории Токаревой? Да, это женская писательница, она очень земная, она очень человечная. Главная тема женской писательницы, как и в принципе многих женщин, это любовь и тоска по идеалу, который очень редко реализуется в реальности.
Герои Токаревой, кто это? Кто они, это герои? Это обыкновенные люди, обычные люди. И они сталкиваются и пытаются решать свои обыкновенные проблемы. Вот это вот реальные люди, в общем-то, и повлияли на то, что творчество Токаревой пережило советский период, она сохранила популярность и в современной России. А в советское время, когда в 70-е, 80-е годы молодая еще тогда писательница, сценаристка Токарева выпускала один сборник рассказов в 5 лет, эти сборники рассказов были настолько популярны, что их воровали в библиотеках, их невозможно было найти. Ну и, наконец, наш рассказ, собственно, «День без вранья». Это был первый рассказ Виктории Токаревой, датируется он 1964 годом. Сначала надо все-таки упомянуть важную деталь. Эта история выглядела как фельетон, то есть короткий сатирический рассказ на 2 страницах всего, который писательница написала для сатирического журнала. Этот фельетон попал в руки писателя Войновича, о котором мы уже говорили, и он дал ей совет: допиши рассказ, переделай, твоя сила в подробностях, 2 страницы – это слишком мало для твоего таланта. И в итоге эти 2 страницы превратились в рукописные 42 страницы текста. Рассказ был опубликован в литературном журнале «Молодая гвардия» в 1964 году. И на следующий день можно сказать, что автор проснулась знаменитой. Собственно говоря, наш рассказ, наш анализ рассказа «День без вранья» будет построен на следующих 7 пунктах. Сначала мы поговорим о главном герое рассказа, потом проанализируем композицию рассказа, как он построен. 3-й момент – ученики. 4-й – коллеги-учителя. 5-й момент – девушка Нина. Это девушка главного героя, ее семья, ее родители. 6-й момент – давний друг Ленька и его роль в рассказе. И 7-й момент, 7-й пункт – это значение финала рассказа. То есть 7 пунктов. Ну, начнем с первого. Главный герой Валентин, ему 25 лет, это молодой человек. Он учитель французского языка в советской школе. Как он пишет о себе сам: «Я похож на киноартиста Смоктуновского, только у меня волос побольше». Ну, кто такой Смоктуновский? Иннокентий Смоктуновский – это был популярнейший советский киноартист и театральный артист. Именно в 1964 году он выступал в роли Гамлета в советском театре и был одним из самых популярных советских актеров. Поэтому это сравнение, конечно, весьма лестно для главного героя, если он похож на киноартиста, на звезду Иннокентия Смоктуновского. Но так он о себе иронично. Что можно сказать о главном герое? Где он хотел учиться? Он хотел учиться, да, как он говорит, когда-то я хотел учиться в литературном институте на отделении художественного перевода, но меня туда не приняли, то есть что-то не получилось. Кем хотел работать главный герой? Окончив ИНЯС, это Институт иностранных языков, главный герой хотел работать переводчиком, ездить с делегациями за границу, но, опять-таки, этот противневестник, да, этот союз очень часто: за границу меня никто не приглашает, а самому ходить и напрашиваться неудобно. Кем сейчас работает главный герой? Я преподаю французский язык с нагрузкой 24 часа в неделю. А сколько он хочет работать,
Я бы с удовольствием работал 24 часа в год, то есть фактически не работал, но тогда моя годовая зарплата, плача, зарплата равнялась бы недельной. То здесь мы видим, что отношение к работе действительно такое не самое радужное. Герой работает только потому, чтобы получать хорошую зарплату. Что говорит о герое его невеста? Моя невеста Нина, с ней вместе я уже 5 лет, говорит, что я стесняюсь всегда не там, где надо. А что говорит мама невесты о главном герое? А ее мама говорит, что я сижу не на своем месте. То есть, если мы соберем вместе все эти данные, да, то есть учился не там, где хотел, работал не там, где хотел, работает не там, где хотел, работает больше, чем хочет, и его близкие люди говорят, что он не на своем месте. То есть мы имеем героя, который немножко, как сказать, потерялся, который не знает, что ему надо, что он хочет. Он как бы не на своем месте. Что-то не так в его жизни. Да? Ну, что еще можно сказать? У героя нелюбимая профессия. Я плохой учитель. Уроки у меня скучные. Я все гляжу на часы, сколько минут осталось до звонка. Почему же так скучно главному герою? Тут становится понятно. Я прочитал в подлинниках всего Гюго, Мольера, Рабле, а здесь, то есть в школе, должен объяснять имперфект, спрягаемого глагола и переводить такие фразы, как «это школа», «это ученик», «это утро». То есть здесь опять мы говорим о несоответствии возможностей и реальности, желаний и реальности. И что делает главный герой? Я объясняю и перевожу, но морщусь при этом, как чеховская кошка, которая с голоду ест огурцы на огороде. Здесь такая явный отсыл к Чехову и характеризует отношение героя к работе. Он не любит свою работу, он не хочет быть учителем. Нереализованные мечты. Да, у нашего героя их много. Вот он говорит, что когда-то хотел, в смысле после института, хотел поехать в степь. Ему хотелось в другие условия, потому что в трудностях раскрывается личность, который особенно се покаже, он се отпре. Может, вернувшись потом в Москву, я стал бы переводить книги и делал бы это не хуже, чем сам Лозинский. Лозинский – это очень известный, успешный и гениальный советский переводчик. Мне просто хотелось посмотреть, какая она степь, и познакомиться с людьми, которые живут там, работают и обходятся без московской прописки. Да, такова была мечта. Ну что же случилось? Главный герой не поехал в свою степь. Почему? Потому что у меня очень больная мама, от которой ушел папа. И придется рассказать про Нину, то есть про девушку главного героя, которая к тому времени, когда меня распределяли, не закончила еще своего высшего образования, а заканчивает только в этом году. То есть что-то помешало, и наш герой не смог реализовать свою мечту. А что сейчас? Те же ли мечты у нашего героя? Нет, сейчас уже другие мечты. Сейчас он мечтает писать рассказы, да, как он пишет. Сейчас мечтаю писать рассказы, но не пишу, потому что их не печатают. Говорят, что они плохие. То есть вот вам такое объяснение, почему не пишу, почему я не работаю над своей мечтой. Говорят, что они плохие. И все.
герой не верит сам в себя, да, не верит своим. Непонятное отношение с Ниной, с девушкой, да, с которой он уже 5 лет, но наши отношения до сих пор не выяснены. Правильная эта девушка для главного героя, неправильная эта девушка для главного героя. Время проходит, и до сих пор непонятно. За это время у нас было много хорошего и много плохого. Да? И здесь в описании самый частотный глагол, посмотрите, я его подчеркнула. Да? Я не знаю, как бы, что делать. Я до сих пор не знаю, почему мы ссоримся. Вчера снова поссорились, и я опять не знаю, так ли необходимо идти к ней цветами. Он действительно не знает, что ему делать, и ли девушка, правильная ли девушка для него. Подытоживая, можно сказать, что герой немножко потерялся в жизни, потерял веру в себя, не верит своей мечте и как-то, скажем так, очень пассивную позицию занимает. Он несколько потерялся, он ничего не знает в своей жизни. Теперь проанализируем композицию, как построен сам рассказ. В самом начале рассказа начинает первая фраза. «Сегодня ночью мне приснилась радуга», в которой герой видит во сне радугу, Маврицу, да, радуга. «Я стоял над озером, радуга отражалась в воде, и получалось, что я между двух радуг, вверху и внизу. Было ощущение счастья, такого полного, которое может прийти только во сне и никогда не бывает на самом деле. На самом деле обязательно чего-нибудь недостает. В реснице є видно некая манька, и вот это ощущение счастья, как оно, к чему оно приводит. Я проснулся, да? Казалось, именно от этого счастья, но, опять частотный, да? Частотный союз в рассказе, взглянув на часы, понял, проснулся еще и от того, что проспал. Да? И вот у нас уже с первых строк рассказа задается, как бы, с одной стороны у нас санье, да, мечта, сон, какое-то ощущение счастья, и с другой стороны реальность, да, такая круто реальность, и они между собой не как бы конфликтуют, не соответствуют одно другому. Счастье, сон, мечта – это одно, а реальность – это совсем другое в жизни главного героя. Такой вот диссонанс, конфликт, да, самых первых строк и продолжая через весь рассказ. Да, вот с этого все началось, вот с какое-то неожиданное чудо, вот эта радуга, этот луч счастья, который пришел в жизнь героя, и этот луч счастья, ощущение счастья ломает его обычную жизнь, да. Это счастье подчеркнуло дискомфорт, то, что и так уже было плохо, да, на самом деле всегда чего-нибудь недостает. И вот эти вот детали, анализ, чего же недостает в жизни главного героя, почему он несчастлив, что не так. Вот эти анализ этих мелочей, мелких событий и делает писательница, так сказать, под лупой, да, сквозь повечевальное стекло. Под лупой она анализирует вот эту неправду, несчастье, вот эти мелкие, вот эти вот недостатки жизни, которые мешают нашему герою быть счастливым. Вот чего недостает на самом деле, да, вот это мы ищем под лупой, да, вместе с ней. Фактически весь рассказ построен как один день из жизни героя. Это всего лишь один день, да, день без вранья, но необычный день.
То есть здесь что-то не так, это сбой программы, да, что-то случается, что это необычный день. Это день без вранья, день, когда он решает говорить правду, когда герой все делает не так, как обычно. И смотрите, идет цепь событий. Сначала он идет, встречается с контролершей, кондуктор, контролерша в трамвае, говорит ей правду, что не доплатил за проезд, что не хотел заплатить полностью за проезд. И реакция этой контролерши, она удивляется и ему не верит. Да? Следующее событие. Герой приходит в класс, в школу, ведет свой урок французского языка и говорит правду своим ученикам. Он искренне говорит то, что о них думает. И реакция какая? И герой сам, и ученики смотрят друг на друга открытыми глазами. Они начинают видеть друг друга, замечать друг друга. Он узнает имена своих учеников. Третье. Коллеги-учителя в школе. Раньше наш герой молчал и вел себя, так сказать, тихо. А в этот день, сегодня, вот этот необычный день, он искренне говорит, он говорит правду. Я опоздал на этой неделе уже 4-й раз. И коллеги не всегда ему верят или конфликтуют с ним, или не замечают, то есть не воспринимают его серьезно. 4-я ситуация. Наш герой встречается со стариком в очереди на рынке. Он покупает без очереди виноград для своей девушки и говорит старику, что он без очереди, он ему опять не верит и не реагирует адекватно. Нина и ее родители, наш герой, потом идет в гости к своей девушке и к ее родителям, он там у них обедает и говорит им, что если человека не любишь, от него лучше уйти, да, и это вызывает конфликт и с мамой, и с отцом, и фактически с девушкой у него возникает конфликт. И 6-е, последнее событие, телефонный звонок друга Леньки, после которого герой переживает уже внутренний конфликт с самим собой, и фактически ему необходимо уже не только говорить правду, но и менять свою жизнь, да, то есть жить по правде. А вот эта схема. Необычный день, который строится на том, что всем тем людям, с которыми встречается главный герой, он говорит правду. Это вызывает разную реакцию у людей. Обычно они не готовы слышать эту правду, не верят, удивляются. Но в итоге эта правда все-таки приводит главного героя к осознанию того, что нужно не только говорить, но и жить по правде. Об этом мы немножко позже еще скажем. Вот это вот такое необычное сегодня, которое очень отличается от его обычной жизни. Что происходит в школе? Проанализируем несколько примеров. Вот шведская стенка, да, о которой будет идти речь. Шведскую стенку вы видите на картинке. Эпизод 1. Ученик Собакин. Я скучаю, и мои дети тоже скучают, а поэтому бывают рады даже такому неяркому развлечению, которое туди так и скромне забаве, неяркому развлечению, как Собакин на стенке. Откуда эта стенка в классе? В 5 Б раньше помещался спортивный зал, и в классе до сих пор осталась стоять шведская стенка. Собакин каждый раз забирается на самую верхнюю перекладину, то есть на самый верх техлетов, и каждый раз я начинаю урок с того, что уговариваю, прошу его сойти вниз. То есть каждый раз это то, что обычно происходит в жизни, и что же делает учитель сегодня. А сегодня, необычный день без вранья, учитель говорит правду, что ему все равно, где этот Собакин, и разрешает ему сидеть на стенке. Какая реакция возникает? Сегодня Собакин слез, сразу, такой шевдоль слез, так как
Получив мое разрешение, то есть по тем, как я добил приволения, потерял всякий интерес публики к себе, а просто так сидеть на узкой перекладине не имело смысла. Да? То есть здесь правда помогла разрешить эту ситуацию. Эпизод 2. Ученик Державин. Учитель Валентин вызывает к доске вялого, бесцветного ученика Державина. Вялый так полентаст, бесцветный кинима бару, который никакой, такой непонятно какой ученик. И он пытается говорить по-французски, учитель слушает его и вдруг говорит ему: не трать деньги на репетитора. Он говорит ему правду: не трать деньги, потому что французский ты никогда не выучишь. Для тебя это бесполезно. То есть, казалось бы, сказал своему ученику неприятную правду. А что получилось из этого? Державин посмотрел на меня, и я увидел, что глаза у него синие, мраморного рисунка. То есть он фактически начал видеть в этом ученике, в этом бесцветном, непонятном ученике интересного человека с мраморно-синими глазами. Державин задумался, а я, взглянув на его сведенные белые брови, подумал, что он вовсе не бесцветный и не вялый. Просто парню не очень легко жить с такой энергичной мамой и таким учителем, как я. То есть, как мы видим, реакция на эту правду, она приносит, как бы открывает глаза учителю на его учеников. Он их видит по-другому. Следующий эпизод. Урок не по программе. Далее по тексту учитель Валентин, который сегодня всем говорит правду, решает не объяснять имперфект и не переводить фразы типа «это школа, это утро», а решает рассказать и решает говорить о том, что ему на самом деле интересно. Он начинает рассказывать им литературу французскую, Рабле. И удивительная реакция, которая возникает у учеников. Мои дети первый раз в жизни слушали Рабле, а я смотрел, как они слушают. Кто, подперев кулаком подбородок, кто, откинувшись, глядя куда-то в окно, залитое небом. Дубова ела меня глазами, которая едла мене з очми, так и было интересно, да, следила, как движутся мои губы, которые следила, как усопримакне устницы. Павлов смотрел мне прямо в лицо, который я глядела директ в образ. В первый раз он глядел не сквозь меня. Почему он глядел не сквозь? Потому что ему было интересно. И вот он главный итог. Передо мной сидели 30 разных людей. Раньше все они казались мне похожими друг на друга, как полтинники, которые код 50 копеек, да, один подобен другому. И я никого не знал по имени, кроме Собакиной Дубовой, который он видит перед собой личности, он видит перед собой людей, которых раньше в своем классе и не замечал. Вот какой эффект имела правда, да, на отношения. А что с коллегами-учителями? Эпизод это учительница начальных классов Кудрявцева. О многих своих коллегах учитель Валентин говорит, что они как актеры. Он видит эту неискренность, неправду в работе учителей. Вот, например, да, во время нашего разговора в столовую вошла учительница начальных классов Кудрявцева. Она молчит, в разговоре не участвует, обдумывает предстоящий урок. Так хороший актер перед спектаклем
входит в образ. То есть здесь мы тоже имеем вот это вот сравнение учителя и актера. То есть учитель это немного актер, он играет, а значит говорит и делает не то, что думает, и не так, как думает на самом деле. Следующий коллега это учитель физкультуры Евгений Иванович, или как его зовут ученики, Женечка. Он понимает толк в стихах, любит народные песни, но стесняется это показать. Ему нравится казаться хуже, чем он есть. Мне нравится казаться лучше, чем я есть, а Лидочке талантливой. То есть он опять говорит, что каждый учитель в чем-то неискренен, каждый учитель врет. Да? Учитель физики Александр Александрович, да, или как его зовут, дети, Сандя. Ему 50 лет, Сандя никого не боится. И он говорит правду, ему не надо во сне постоять между двух радуг, то есть он готов говорить правду и режет эту самую правду направо и налево, постоянно всем недоволен и часто он прав. Но вместе с тем я всегда чувствую, да, видно чути, что его больше всего интересует собственная персона. И что? Вот он сейчас пьет кофе с бутербродами, недоволен новым фильмом. Фильм был на самом деле плохой, но я чувствовал, что Сандя врет. И вот сегодня, в этот необычный день, день без вранья, учитель Валентин говорит своему коллеге, учителю физики: послушайте, а зачем вы врете? Да? То есть в этот день он нарушает свою обычную практику. И неискренность учителей, коллег учителей его раздражает, он об этом говорит. Последняя учительница пения Лидочка, которая мечтает стать киноактрисой. Свою работу в школе для нее временно. Она знакома со многими знаменитыми писателями, артистами. И когда рассказывает о них, называет Танька, Лёшка, да, то есть притворяется, как будто они ее близкие друзья. Опять неискренность, опять вранье. И Валентин говорит: я редко встречаю людей, которые хотят казаться тем, что они есть на самом деле. И в этом он упрекает учителей. Да? Учителя неискренни, и вот он их разоблачает в этот день, да, так, как оно есть на самом деле. Ну, школа заканчивается, и наш учитель Валентин идет к своей девушке Нине в гости и обедает у нее в гостях. То есть девушка Нина. Про Нину мы уже говорили, с ней у него непонятные отношения. Смотрите само описание. Моя Нина бывает красивая и некрасивая, бесцеремонная, которая так и насрамна, и застенчивая, умная и дура. Да, то есть совсем разные качества. Ее любимый вопрос: хорошо это или плохо? И каждый раз я не знаю, как ей ответить. То есть мы видим, что портрет девушки очень противоречивый. За 5 лет я так и не научился понимать ход ее мыслей. Да? То есть у нас противоречивое описание. Герой сам еще не понял, не разобрался, что за человек Нина. Он ее не понимает до конца. Да? А что с мамой Нины? Мама Нины очень прагматичная, материальна. Она презирает меня за то, что я живу в каком-то Шелопутинском переулке, а не в центре. Презирает за то, что я не из профессорской семьи, что у меня нет зимнего пальто, что я не снимаюсь в кино, не печатаюсь в газетах и зарабатываю меньше, чем она. Ну и кто же эта госпожа? Нинина мама работает косметичкой, да, то есть
Дома она приготавливает крем для лица, но не для своего. Себе она покупает крем в польском магазине Ванда, а тот, что делает, продает клиенткам по 3 рубля за баночку. Это было достаточно дорого в советское время, да? Рецепт изготовления Нинина мама держит в большом секрете. Боится, что стоит лишь намекнуть, как все сразу догадаются и тоже захотят сами делать крем. Ну, в целом, конечно, эта история и портрет очень разоблачительный, да, это довольно такой несимпатичный персонаж. Хочет зарабатывать, хочет деньги, такая очень даже материальная женщина, не очень, скажем так. Ну и что происходит в этот вечер? Разговор за обедом заходит о том, как женатый сосед бросает жену с ребенком и уходит к другой женщине, которую любит, к любимой женщине. Естественно, Нинина мама осуждает соседа, он неправильно поступает, как она думает. И сегодня герой Валентин говорит, что сосед поступает правильно, если его самого и его жену уже давно тошнит друг от друга, который тошнит друг от друга, значит, да им гре на брухание, да с такого труения да на друга. И, естественно, Нина мама не соглашается, она стала искать подходящие слова, и мне показалось, я даже услышал, как заскрипели ее мозги. Да, уже сама фраза, выбор слова заскрипели, как ржавое железо старое, да, в характеристике о человеке, уже само по себе говорит, что этот герой очень несимпатичен, да, это отрицатель жизни. Ну и у нас еще Нинин отец, который в глазах Валентина это печальная перспектива, так жалостная перспектива, да, его собственная, в общем-то. Нинин папа считается в доме на голову ниже мамы. Работает он инженером. Это, в общем-то, престижная профессия. Правда, он хороший человек, но, как говорит Нинина мама, хороший человек не специальность. Денег за это не платит. Да? Ну и что дальше? За 25 лет совместной жизни они живут вместе, почти Нинина мама, Нинин папа. Он выучил на память, же напамятывая все ее вопросы и ответы своей жены. Такая рутина, да, полная такой неживая жизнь. И что случилось сегодня? Герой Валентин говорит, что сосед поступает правильно, если когда уходит из дома, если его самого и его жену уже давно тошнит друг от друга. То есть он говорит правду. И какая реакция у Нининого отца? Отец хотел что-то сказать, но тут он подавился и закашлялся. То есть он даже не смог ничего сказать. И как мы это можем понять? Видимо, от долгой жизни с Нининой мамой этот человек, хороший человек, да, уже не может вообще что-то сказать. Или же второй вариант, он узнал в этой истории себя и просто потерял дачи. Да? Ну и последний герой, это друг Ленька, альтер-эго главного героя, да, то есть его несостоявшаяся судьба. Ленька Чекалин тоже когда-то хотел поехать в степь и увидеть сайгаков. И тоже, когда это случилось, нужен был в Москве 2 женщинам, у него тоже были проблемы. Он не мог так просто уехать в эту степь. Но, однако, он поехал в свою степь. Он увидел сайгаков, да, вот этих древних животных, а я нет. То есть это вот альтер-эго, человек, который смог, который реализовал свою мечту. А я только хотел. А главный герой – это человек, который не смог реализовать свою мечту.
И что происходит? Этот Ленька ему звонит по телефону, и в эту же телефонную трубку он слышит женский голос, голос какой-то своей бывшей подруги, да, какой-то голос своей старой любви. И тут уже мы подходим, собственно говоря, к той ситуации, когда герой понимает, здесь уже мало говорить правду, здесь надо что-то менять, делать, не только говорить, да. Герой не готов что-то сделать, он не знает, что ему делать, он в замешательстве, да, он сама разгубил. А уже необходимо не только сказать правду, не только говорить правду, но и поступить по правде, жить по правде, да. Он должен менять свою жизнь, да. Вот ситуация пришла до этой ситуации уже в таком состоянии. То есть мы говорим о внутреннем конфликте героя. Сейчас он уже сам себе, он это понимает. Ну и каков итог дня? Я прожил день так, как хотел, никого не боялся и говорил то, что думал. Я обнаружил сегодня, что людей добрых гораздо больше, чем злых, и как было бы удобно, если бы все вдруг решили говорить друг другу правду, даже в мелочах. И почему же так? Потому что если врать в мелочах, по инерции соврешь и в главном, да, вот это итог, к которому он приходит. Оказывается, говорить правду можно только в том случае, если живешь по правде, а иначе или ври, или клади трубку, да. Финальное решение главного героя. Я думаю, что жить без вранья лучше, чем врать. Цена ошибки, тоже все понятно. Друг Ленька закончил институт вместе со мной и тоже нужен был в Москве 2 женщинам. Однако он поехал в свою степь, а я нет, я только хотел. То есть цена ошибки – это нереализованная мечта. Если он ничего не поменяет, вот он уже предсказуемый, который так предвидливый, печальный, жалостный финал. Пройдет несколько лет, и я превращусь с Богом с примению в человека, который хотел. И Нина уже не скажет, что я тонкая натура, а скажет, что я неудачник. Да се мені посречило, да мне успело. Да, вот он уже видит, куда он попадет, если не будет говорить правду, а главное, если не будет жить. Ну и итог какой? Спрашивает его Нина. Ты что собираешься завтра делать? И что отвечает главный герой? Ломать всю свою жизнь. Нина была засмеялась, но вдруг покраснела, опустила голову, быстро понесла из комнаты чашки. Наверное, подумала, что завтра я собираюсь сделать ей предложение. Ну и, собственно говоря, вот этот вот ломать всю свою жизнь, это решение, которое принимает главный герой в конце рассказа, оно не совсем понятно. Что значит ломать? Это двусмысленно, да? Ломать может значить, что это вы исправить что-то, то есть улучшить, да, сделать лучше. Либо ломать, это может быть снова наполнить ложью, то есть что-то сделать хуже, да. Ломать не совсем понятно. Финал рассказа открыт. Финал рассказа непонятен, да. Открытый финал. То есть это это не советский рассказ, такой топорный, да, простой, ясный, где все понятно, это плохо, это хорошо, и мы знаем, что будет делать главный герой. У нас не топорный советский рассказ, у нас нет предсказуемого финала, потому что у вас нет одного правильного ответа. Люди разные, да, и каждый имеет право на ошибку.
Вот такой у нас итог. То есть, если я хочу еще раз указать на главные особенности, да. «День без вранья» – это рассказ, где показан один день жизни героя через лупу, да, сквозь повечевальну стекла, да. Этот день необычный. В этот день герой принимает решение говорить правду всем и всегда. Вот эта обычная жизнь и необычная сегодня, они постоянно не совпадают. То есть, как всегда, каждый раз было одно, а сегодня все по-другому. Это необычный день. Главный фокус автор делает на деталях, на мелких событиях, очередь, да, конфликт в очереди, оплата проезда в трамвае, диалог с коллегами, диалог с учениками. То есть вот вся эта правда или неправда, которая скрыта в мелочах, в мелких событиях. Четвертое – это открытый финал. Мы не можем знать, что случится с главным героем. Есть такой вот недосказанность определенная, да? Недосказанность. Действительно, писательница, да, оставила место для читателя, который может домыслить и домысливает историю. Вот такой интересный рассказ «День я». Могу сказать, что на основе этой истории, на этого рассказа был через 4 года снят фильм. Фильм уже с другим названием «Урок литературы». Я вам советую посмотрите этот фильм на YouTube. Он продолжается 1 час 12 минут. Он такой хороший фильм, советский фильм, но это 1968 год. И прошу вас, сравните фильм и рассказ. Чем и как они отличаются. В чем разница между ними, да? Ну и завершаю сегодняшнюю лекцию. Приглашаю вас. Читайте русскую литературу и учите русский язык. До свидания. Спасибо за внимание.